Да бросьте, ну скажите, ну пожалуйста, ну хоть намекните. Давайте я буду спрашивать, а вы, если угадаю, подмигнете. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Вы даже моргать перестали. Майя Андреевна, ну пожалуйста, ну не только же мне интересно, еще и куча предпринимателей. Вот прям очень-очень, прям до дрожи кошельков. Что значит поддержим интригу? Я не могу это сказать, это военная тайна. Ну, пожалуйста. Ну нет. Кто не совсем понял, о чем речь, поясняю. Министр экономики Якутии Майя Данилова на медне хотела прокомментировать успехи своего ведомства, но вместо этого вдруг вспомнила, что она девочка, и начала кокетничать. И можно было бы поулыбаться, но ситуация больно серьезная. Смотрите, 8 февраля состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с предпринимателями. На этой встрече был поднят вопрос об обновленном налоге на имущество, который теперь будет взиматься с кадастровой стоимости объектов. Сам этот налог был введен в прошлом году, но так криво, что бизнес до сих пор пытается убедить власть в необходимости перестать его, ну в смысле бизнес, добивать, а налог откорректировать. И Айсен Николаев услышал предпринимателей и решил пойти им навстречу. Он дал задание Министерству экономики рассмотреть возможность смягчения налога. И вот что нам рассказывает исполнитель этого поручения. По поручению Айсена Николаева внесли варианты по смягчению налогообложения по налогу на имущество с кадастровой стоимости. У нас получилось их 4 варианта, каждый имеет подварианты. Интригу оставлю, какой вариант мы считаем наиболее приемлемым. Ох, Майя Андреевна, кокетка вы наша. Но с такими вариантами в Якутии скоро бизнесом заниматься будет вообще не вариант. Ну о чем говорить, если даже министр предпринимательства, торговли и туризма в Москву переехал? А вообще, конечно, жаль, что Майя Данилова не отдает отчет тому, что она декларирует на публику. Ведь то, что она называет интригой, для бизнеса называется неопределенность. И как прикажете планировать развитие предприятия, как определяться с точками безубыточности, как рассчитывать какие-то элементарные траты на расширение или даже на ремонт, если ты не знаешь, как будешь платить налоги. И не то, что не знаешь, даже предположить не можешь, потому что у министра экономики шаловливое настроение, и ему хочется поинтриговать. Я уж молчу о том, что речь идет о налоге, который по факту уже введен. Все эти варианты интриги должны были остаться в 2021 году, до того, как в Илтумен внесли закон о налоговой политике Республики Саха-Якутия на 2022 и последующие годы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Но не только у Майи Даниловой получается поинтриговать. На днях, к примеру, мастер-класс по нагнетанию интриги показал первый президент Якутии и нынешний государственный советник республики Михаил Николаев. Принимая участие в заседании по ВКС, где обсуждалась роль семейной экономики в социально-экономическом развитии Якутии, Михаил Ефимович попросил у присутствующих чиновников озвучить цифры, характеризующие качество жизни у нас в Якутии. И сразу всех заинтриговал. Во-первых, вопрос звучал так, словно сам живой патриарх якутской политики прекрасно знал ответ и тестировал чиновников на предмет владения информацией. Во-вторых, тест чиновники не прошли. Они бекали, мекали, начали что-то нести про первое место на Дальнем Востоке по рождаемости, первое место по миграции. В итоге пришлось интригу свернуть досрочно. Чувствуется, вы далеки. Качество жизни не только этим определяется. Позавчера с участием главы Айсена Сергеевича был совет с международным сегментом, шел вопрос о непрерывности образования, через который люди должны добиваться своего благополучия. И там была таблица, где ясным по белому написано: Якутия занимает 70-е место по качеству жизни в России. Это позор. Примечательно, что ответ на простой, казалось бы, вопрос не смогли найти представители сразу 3 министерств, которые как бы за это самое качество жизни у нас в Якутии отвечают. То бишь Минфина, Минтруда и Министерство сельского хозяйства. Более того, нынешний позор, по версии Михаила Ефимовича, это как бы позор Позорович. Дело в том, что годом ранее ситуация была лучше. Якутия занимала 65-е место по упомянутому рейтингу качества жизни. То есть сейчас все стало хуже. А знаете, что еще интересно? Что власти Якутии последние 13 лет избегают принятия закона, который бы определял качество жизни и устанавливал соответствующие индикативные показатели, по достижению которых, собственно, можно оценивать это самое качество. Обещание принять такой закон Айсен Николаев озвучивал еще в 2008 году как главный единорос республики. В числе первых законов, которые будут инициированы и приняты после выборов партии «Единая Россия», будет закон о качестве жизни. В 2008 году в Якутии проходили выборы в парламент Илтумен, на которых редкий случай в качестве паровоза не выступал действующий губернатор, на тот момент Вячеслав Штыров. Лямку главного локомотива «Единой России» тянул Айсен Николаев. И это обещание одно из тех, что он озвучил. Уже после выборов с вновь избранными депутатами, большинство которых оказалось, конечно же, от «Единой России», встретился премьер-министр и будущий президент Якутии Егор Борисов. На вопрос, когда будем принимать обещанный закон о качестве жизни, он честно ответил: а вообще не будем. Ресурсов нет. И в самом деле, зачем принимать закон о том, чего фактически нет? Ну какое у нас может быть качество жизни? Видишь суслика?
Нет. И я не вижу. А он есть. Впрочем, сейчас времена изменились. Сейчас у власти правильные люди, и они уже поставили своей задачей повышение качества жизни. Причем не постепенно, аккуратно, улучшая понемногу здесь и там, решая тут вопрос, там задачу. А в духе Советского Союза раз и построим коммунизм до конца пятилетки. О чем я? Поясню. Айсен Николаев, глава Якутии, велел Евгению Григорьеву, главе города Якутска, взять и сделать столицу республики самым лучшим городом на земле. Ну ладно, может быть не на всей земле, а на земле, которая сильно и давно промерзла. Якутск – один из самых быстрорастущих городов не только на Дальнем Востоке, но и в стране. За последние 20 лет население города выросло почти в 2 раза. В прошлом году глава республики Айсен Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года, в котором поставлена задача сделать наш город лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты для жизни человека. В центре проектов по разработке мастер-планов должен быть человек, создание комфортной и благоприятной для людей среды. Честно говоря, я в этом моменте даже немного заволновался. Ну представьте себе, живем как живем, привыкли ко всему, привыкли к воне от горящей помойки, привыкли к превращению по весне улиц Якутска в венецианские каналы, привыкли к трущобам 17-го квартала и поселка геологов, привыкли к собакам, потрошащим то мусорные баки, то людей, привыкли к пыли, которую сами же создаем, засыпая улицы зимой песком, привыкли к битком набитым автобусам, привыкли к пням, прорастающим через тротуары. И тут хлоп, и все. С завтрашнего дня начинаем привыкать к проживанию в самом лучшем городе на вечной мерзлоте. Вот так вот сразу, без предупреждения. Правда, начинать вот с этой вот ерунды, типа выкорчевывания пней из-под тротуаров, никто не собирается. Это же руками надо делать и каждый день. Куда интереснее создавать, обсуждать и презентовать бесконечные мастер-планы развития. Вот это дело. Ну ладно, давай бухти мне. Как космические корабли бороздят Большой театр. Кстати, чтобы вы понимали всю глубину ситуации, вот немного наглядности. Смотрите, вот это Фэрбэнкс, столица Аляски. Город, который тоже стоит на вечной мерзлоте, в котором расположен крупнейший центр изучения мерзлоты и который, что символично, не претендует на статус лучшего города на мерзлоте. А вот это город Якутск, который претендует. Еще раз, вот это унылый, безамбициозный Фэрбэнкс, где власти просто руководят, а не прожектируют. А это жилой район Якутска, будущего лучшего города на вечной мерзлоте. Вот это Фэрбэнкс, где чиновники просто неплохо, хотя местным жителям, наверное, виднее, делают свою работу. А это Якутск, где чиновники мечтают о том, как станет здорово, когда они начнут неплохо делать свою работу. Главное, не перепутайте. Лучший город на вечной мерзлоте. Просто город на вечной мерзлоте. Этот город самый лучший город на земле. Этот город, товарищи, самый лучший город на земле. Этот лучший самый город Земле, но... Этот город самый лучший город. Вот, блин, умели песни раньше делать. Мотивчик привязался, не выбросишь из головы. Так вот, возвращаясь к насущным проблемам. Лучшего, в недалекой перспективе, города на промерзлой земле. Собаки. Тема упорно не желает уходить из информационной повестки. На сегодняшний день складывается впечатление, что власти и силовики республики договорились о том, кого сделать крайним, кого сделать козлом отпущения в трагедии с Арданой Слепцовой. Это женщина-ученая, которую в конце декабря загрызли на улицах лучшего города. Во-первых, это Аял Егинов, до недавнего времени глава СГХ. А во-вторых, Елена Безрученко, директор фонда «Помоги выжить», которому передали на обслуживание пункт передержки безнадзорных животных города Якутска. Егинова уже уволили, а с фондом, по словам Безрученко, готовится расторгнуть отношения. Но в преддверии этого знаменательного события просто втыкают палки в колеса. У нас на подмоге всегда есть волонтеры, которые приходят на помощь нашим питомцам. К сожалению, там они помочь ничем не могли, так как они столкнулись с жестким противостоянием. Им и не отдавали животных, далее вообще перестали пускать во временный пункт, посчитав, что они настоящее зло, выделив 1 день для их посещений. Хотя они просто хотели помогать, причем бесплатно, кормить, лечить, убирать и улучшать условия существования постояльцев временного пункта. Смотрели фильм «Тупой и еще тупее»? Вот наша мэрия явно задалась целью превзойти персонажей этой картины. Сначала городские чиновники приняли совершенно неоправданное решение о том, чтобы передать пункт передержки безнадзорных животных общественников. А кто такие общественники? Это люди, которым сегодня интересно заниматься неким делом, а завтра нет. Сегодня для тебя нет ничего важнее бездомного щенка, найденного на улице. Завтра ты женился, родил ребенка, и все собаки мира не могут тебя отвлечь от его пеленок. Общественник – это не статус, это самопозиционирование граждан, самоопределение. Мы же говорим о пункте передержки безнадзорных животных, то есть о структуре, которая требует четкого и ежедневного планового функционирования. Структуре, которая поднадзорна куче ведомств, которая подразумевает освоение бюджетных средств и отчета по ним. И речь идет о десятках миллионов рублей. Поэтому решение изначально, простите меня, тупое. Но вот усугубить его, лишив пункт единственного преимущества, которое давало передача общественников, то есть помощи со стороны этих самых общественников, волонтеров, добровольцев, это прямо особое искусство.
Я иду в магазин. Бери только самое необходимое. У нас бабло на исходе. На кого я похож? Громче, чем собаки, за последнюю неделю нашумела только одна хищница. Ну как хищница? Так-то это вполне себе Homo sapiens. 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Но по собственному самоопределению именно хищница, которую возбуждает и влечет запах крови жертвы. Вы, конечно, поняли, о ком идет речь. Сусанна Рожна. Блогер, который позиционировал себя как независимый журналист. А на практике оказалась очень даже зависимой. От денег. Каковы, собственно, и добывала, занимаясь шантажом предпринимателей, и не только их, в компании с группой подельников. О ее задержании уже написано много в СМИ, пересказывать не имеет смысла. Но есть один акцент, который стоит сделать. Сусанна Рожна была не просто блогером, не просто входила в пул главы Якутии, но позиционируясь как видный солдат Медийного фронта, который всегда выступает на стороне власти. Критика и свирепые наезды – это для оппозиции. Для власти, особенно для партии «Единая Россия», восторги и пиететы. Я как поддерживал Единую Россию, так и поддерживаю, и дальше буду поддерживать. Хоть заплюйте меня и залейте говном. Тот случай, когда хочется процитировать народную мудрость. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вот такие друзья у нашей современной политической номенклатуры. И удивительно ли, что народное название «Единой России» – партия жуликов и воров. А знаете, что интересно? Не всегда так. Не везде так. В соседней республике Башкирия, кажется, устали от того, что их чиновники слишком часто запускают лапу в казну и решили, что надо с этим что-то делать. Просто бить по рукам неэффективно, поэтому в регионе взялись ввести список чиновников, уволенных ранее за коррупцию. Наличие такого реестра должно защитить государственную службу от проникновения в нее а. людей нечистых на руку и б. людей откровенно невезучих. Ведь в современной России, чтобы погореть на госслужбе, надо сильно постараться. А эти уже как минимум по одному разу попались. Но, тем не менее, я считаю, что идея со списком очень даже неплохая. В Башкирии появится реестр, в который будут вносить чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия. Так региональные власти намерены бороться с коррупцией. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Ответственным за этот список назначили руководителя аппарата правительства республики Азамата Абдрахманова. Как пояснили в правительстве, создание такого реестра позволит бороться с коррупцией среди госслужащих. Ну, отлично же. Еще бы опубликовать такой список официально, чтобы нечистые на руку экс-чиновники не находили трудоустройства и в коммерческих предприятиях. Смущает только один момент. Подписал постановление, как вы слышали, Андрей Назаров, действующий премьер-министр Башкирии. А этот человек, которого в 2020 году журнал Forbes включил в список топ-100 самых богатых госчиновников России. Назаров попал на 13 место с семейным доходом почти в 1,3 миллиарда рублей. Причем собственный вклад башкирского премьера минимальный – 4,7 миллионов рублей. Остальные – 1 265 000 000 заработала супруга. Это вообще удивительное и закономерное природное явление. У глав регионов и крупных чиновников России жены, дети, племянники неизбежно демонстрируют невероятный предпринимательский талант. Именно поэтому совершенно странно, что у нас в Якутии постоянно возмущаются успехами Людмилы Николаевой в бизнесе. Это супруга Айсена Николаева. Эта пара просто соответствует общепринятым нормам Российской Федерации и не скрывает этого. Моя дорогая Людмила, День Святого Валентина – прекрасный праздник для того, чтобы в очередной раз сказать тебе спасибо за любовь, которую ты мне даришь. Нет большего для меня счастья, чем видеть твою улыбку и ловить на себе взгляд твоих глаз. Люблю тебя, милая, и готов влюбляться в тебя снова и снова. Слово «дорогая» относительно Людмилы Валерьевны с недавних пор можно смело использовать не только в переносном, но и в буквальном смысле. Компания «Алмар», совладельцей которой является жена главы Якутии, недавно торговала свои акции по закрытой подписке на Санкт-Петербургской бирже. Уставной капитал этого предприятия, нацеленного на добычу алмазов в арктической зоне Якутии, в том числе «Алмар» ведет разведку в особо охраняемой природной территории, составляет скромных 123 564 рубля. Акции же, как уже сказано, торговались по закрытой подписке, и общая сумма сделки составила, по данным все того же Forbes, около 270 миллионов рублей. Доля Людмилы Николаевой, правда, уменьшилась с 40% до 32%, но менее дорогой она от этого не стала. Возможно, Любовь Валерьевна была бы еще более успешна в бизнесе, просто Александр Сергеевич постоянно отвлекает ее своими любовными постиками. У меня сварщиков нет, они все в трубе. Так пусть они сами вывалятся. Так они только через 2 недели в Копенгагене вылезут. Там я их и перехвачу. Да. Ну хватит мне писать, ну ты же видишь, где я. Зачем спрашивать, где я? И на этой высокой, а любовь это высокие отношения, ноте давайте закончим наш выпуск. Желаю вам оставаться такими же дорогими в прямом и переносном смысле этого слова для своих любимых, как наш глава и его первая леди. И хорошего всем настроения на выходные. Это были «Говорящие головы», передача о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит. Меня зовут Виталий Обедин, и если все слюбится, стерпится, обязательно увидимся на следующей неделе. Пока!